тех самых пор, как сам потерял возможность грешить. Ну, а что там пишет старина Ленчик? Дела идут неплохо. Удалось расширить производство. Вот ладно. Слава Богу. В августе погашу остаток задолженности. Благодаря тебе, Гарри, дела идут хорошо. Все невзгоды остались позади, в прошлом. Твой, так. В прошлом. Да, мне кажется, что у меня действительно все осталось в прошлом. Скажи, пожалуйста. Да. А ты давно не был? Ну, ты действительно думаешь, что мне надо сходить туда, на кладбище Прозаи? Нет, спасибо, ничего не надо. А виски я вообще не пью, особенно днем. Да. Это можно я закурю? Да, конечно. А вот это я, пожалуйста, говорите, вот я вот это должен снять. Если вам без штанов будет удобно. Да, конечно. Да. А вы тут живете один? Нет, ну да, конечно, один. На самом деле я просто совершенно перестала ее понимать. Она мучает меня. Она осталась в Нью-Йорке? Нет. Она уехала в Британскую Колумбию. Живет там в палатке одна, на берегу, совершенно одна. И я даже не знаю вообще, честно говоря, где это, в Британии или в Колумбии. Это на западном побережье Канады. Там, в Калгари, недалеко, у меня живет внук. Ну вы-то с ним ладите? Да. Мы большие приятели. Он увлекается автогонками. О нем много пишут в газетах. Автогонщик — это очень опасная профессия. Нет, он не превышает скорость. Мистер Бендинер, я уверена, что это очень достойный молодой человек. Да. Но, наверное, вы с ним не очень часто общаетесь? Да, не очень. И он очень занят. Да. Он увлекается, помимо автогонок, увлекается географией, много путешествует. Недавно мне звонил, предложил съездить в Россию. Россию? Да. Вы знаете, я была в России. Мы решили как-то с мужем поехать навестить моего дядю в Тель-Авиве. Откуда ты? Он живет. А по дороге решили заехать в Москву. Мой муж родом из России. И как раз, когда мы туда приехали, у них был этот, как его, путч. Да. Все улицы были полны танками, солдатами. Мы 2 дня не выходили из гостиницы. А тут еще мой дядя около нас звонил из Тель-Авива все время. И кричал, чтобы мы немедленно уезжали из этой ужасной страны, пока нам не отрезали голову и не обвинили в этом других евреев. А у самого за разговор 2 раза объявляли воздушную тревогу. Неужели из-за вас? Из-за угрозы ракетных обстрелов. Ну, в конце концов, вы улетели. Да, в тот же день всю дорогу тряслись. Пока туда теряете, когда доходит до дела, почему-то оказывается, что то, что их интересует, это сколько у меня денег. А я-то только слышу, а сколько у вас денег? Да. Я сразу прерываю все отношения. И это правильно. Так и сколько у вас денег? Я не бедна. Тетя по денег даже богата. Но я не хочу, чтобы на мне женились из-за денег. Наливайте. Да. Мне тоже не нужны ничьи деньги. Мне их хватит, даже если я проживу еще 1000 лет. К сожалению, нет сотовой. Вот оставьте эти ваши американские штучки. Вы помните, как пили в Польше? Вы знаете, у нас есть сосед? Да. Вот он, сапожник.
ему, когда подносили за работу, мы, дети, специально сбегались смотреть. Он брал стаканчик, опрокидывал его куда-то в бороду, да, а потом брал какой-нибудь башмак из своих, который он чинил, и занюхивал его. Мне кажется, что я тоже это видел. Лихаем. Gott allein sie fassen, wird sie mit seinem Gemein. Gedenkt von Gott irgendein Wohlgeschenk, nach Fuß es soll ein Herz gebänkt. Bei flinke Weg wird gelenkt. Ein Bulldog will ich von mir durchschwimmen, wenn ihr kommt, die ist geblieben. Оно действительно немного крепковато, да? Вы знаете, мистер Бендина, когда я была еще уже молоденькой пальмой в Польше, мы с подружками по праздникам устраивали вечеринки. И вы знаете, что делали наши кавалеры? Что? Наши кавалеры Да. подливали нам в вино самогон. Зачем? Ну, как вы не понимаете? Ну, они думали, что если мы выпьем, то мы станем более доступными. Мерзавцы. Нет, что вы, это были замечательные молодые люди, они выпивались первыми. Да. Миссис Броуис, я вам должен сказать, я больше молчать лучше не могу. Может, вам это, конечно, не понравится. Вы меня пугаете. Ну, Говорите. знаете, я взял в это вино, добавил немного вчерашнего. Ich bin verliebt, ich kann nicht mehr aushalten. A schöne Mäut, schön seiner Jule zu mir. Sie ist heute so schöne schwarze Beine. Ich bin sich nur zu sein mit ihr. Bei mir im Herzen brennt die große Liebe. Ich wollte gewollt, bei kennen sich mit ihr. Ich kiek auf sie, a Katzen und a Groschen. Der Schicksal hat vergessen mir zwei schwarze Bäume. Bleib mir ständig in Gedanken. Zwei schwarze Bäume. Aber sie schon lang. Ich schätze dich. Ну что, вам стало легче? Вы имеете в виду голод? Да. Но я еще больше боюсь проснуться. А вы знаете, вот ваша спальня находится через стенку с моей. Я еще вчера об этом подумал. Вот вечером я подумал... Позвольте, а как-то вы могли подумать вчера, когда все произошло только сегодня? А что я сказал вчера? Да, я сказал вчера. Да, вы очень отчетливо это сказали, у вас прекрасная дикция. А это очень важно, что вчера. Нет, просто удивительно, что не сегодня. Миссис Брокколис, я Гарри Бендинер, старый похотливый лис. Я вчера весь вечер думал об этой проклятой стенке, я трижды разбирал ее по кирпичику и складывал опять. Сколько лишней работы.
так, миссис Брокинс? Просто мне нужно побыть немножко одной. А, да, я понимаю. Я понимаю. А когда мы увидимся? Я не знаю, я позвоню вам. Да, хорошо. Телефон вы найдете в справочнике телефона. Простите меня. Я благодарю вас за обед, за все. Да, Гарри, я уже тебе сколько раз говорил, что ты переспрашиваешь, Гарри это или не Гарри? Что? Какой придушенный голос? Это с телефоном что-то. Он вчера, Марк, сказал даже, что трубку сняла какая-то женщина. Что? Какой еще контракт? А? Ну да, это может быть. Ну, может быть, да. Может, насколько на 6 лет? Ну да, может быть. Может быть, да. Ладно, Алойс, слушай, Алойс, понимаешь, мне уже выработался определенный рефлекс на твой голос. Поговори вот с Марком. Алло. Алойс. Марк? Какого Марка? Какого Марка? Ах, Марк, Алойс. Ну, это я, Марк, да. Да? Алой, знаешь что? Давай так, позвони мне завтра в контору, часа так в 3 утра. Господин Бендинер? Да, представь себе. Вы знаете, мне опять пришло письмо. Да. Ваше письмо без марки. Просто положили мне в ящик. Могу я передать вашему помощнику? Господин Герцлер! Господин Герцлер, а не легче ли его... Он дома? Он дома, да. А не легче ли передать его мне, если письмо? Вам? Да. Извините. Да, я как не подумала. Да, благодарю вас. И миссис Адамс, кажется, да? Адамс. Простите, ради бога. Мистеру Терцелю уже пообещали, что наведут порядок в этом деле. Замечательно. Да. Вы знаете, что творится у нас в доме? Что такое? Не успела переехать. Это ненормальное вчера, как тут же выбросилась из окна. Представляете? Кто? Ну, это ваша новая соседка по лестничной площадке. Ваша милая Митя. Что с вами, господин Бендин? Где она? Увезли? Мертвую? Да. Вы не представляете, что вообще творится у нас в доме. Это уже 3-й случай. И вообще в Америке люди сходят с ума. Извините. Сейчас. Если не трудно, прочтите ко мне Катюш. Я буду за вас молиться. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе. Ну вот, и все, Марк. Вот
чек на твое имя. Для всей семьи, чтобы там не бедствовали в Израиле. Я хотел отдать его тебе, когда ты уедешь. Но, как видишь, уезжаю уже раньше тебя. Гарри. Ну что, Гарри, ну что, Гарри, молчи. Гарри! Ты даже не понимаешь, сколько я обязан тебе. А у нас ли с Голдой тебе сейчас думать? Не то, говоришь, Марк, не то. У тебя же есть твой внук, Лео. Да, Лео и Сильвия, И Сильвия. дочь. Я ее считаю своей. Да, дочь. Это. Хорошо, что ты их похоронил рядом. Хорошо. Хорошо, в общем, времени мало. Я найду ее вместе с Лео. Он мне звонил, обещал помочь. Да, кстати, ты знаешь, что он сказал в последнем телефонном разговоре? Что же сказал тебе этот замечательный шалопай? Этот замечательный шалопай сказал, сейчас запомнил. Хохо это такое, там он смеется. Хохо никогда не думал, что у евреев могут быть внебрачные дети. Не беспокойся, мы ее найдем, старый бабник. Вы ее найдете. Да, найдем. Вы найдете. Жаль, что я не могу с вами поехать. И мне очень жаль, Марк. Ну ты же приедешь к нам, ты обещал. Гарри. Да, конечно. Ну, может, осенью, когда будет не так жарко, а? Да. Обещаешь же? И вот что Да, еще, Марк. да, я слушаю. Найди там, пожалуйста. Найди там, пожалуйста, в Тель-Авиве владельца брачной конторы. Фамилия его Голдман. Голдман. Он дядя. Обязательно. Как только приеду в Тель-Авив, я тебе обязательно сообщу. Ну и еще, Марк, ты помнишь вот эту песню? Zwei schwarze Augen. Zwei schwarze Augen bleiben ständig gegangen. Zwei schwarze Augen, Rafa sich so